Здравствуйте, в эфире программы «7 дней плюс». И здесь мы общаемся с людьми интересными, с людьми неравнодушными, которые для многих из нас могут быть примером. И сегодня у нас в студии представители двух совершенно разных поколений, вот не побоюсь этого слова, да, может быть, даже диаметрально разных поколений, да, но которых объединила одна тема патриотическая, музыкально-патриотическая, если быть точнее. Это Табрис Исламович Зинатуллин, здравствуйте, и Ранель Сафин. Добрый день. Ранель поет, Табрис Исламович его дедушка и одновременно, ну как это принято говорить, продюсер, да, но если говорить по-русски, директор, человек, который помогает продвигаться, поддерживает везде, да, в общем, человек, который поддерживает, помогает своему внуку. Ну вот, прежде чем перейти к Ранелю, да, вот все-таки вот как так получилось, да, что все-таки вот человек в возрасте, мальчик молодой, вы вот его директор, продюсер, да, и дедушка одновременно. С раннего детства мы почувствовали, что он поет. Поет очень активно и очень красиво. И решили отдать его в Дворец культуры. Нам посчастливилось, что мы попали к очень хорошему педагогу, Самковой Марине Николаевне. Это в каком? Это ДК «Северный». Угу. И вот оттуда все началось. Сначала не очень, а потом все лучше, лучше и лучше. И глядим, прям вообще очень хорошо поет. Потом мы продолжили учебу, занятия в Адамнаар, тоже с Мариной Николаевной. И дальше пошли конкурсы. Конкурс за конкурсом, конкурс за конкурсом. Он все больше и больше, и все лучше и лучше исполнять начал. Через определенное время мы чувствуем, он все время что-то сочиняет. А то есть не просто поет, еще и сочиняет? Сочиняет, да. Так. Дали ему возможность. То есть он раз сочинил чуть-чуть, я записал. Сочинил чуть-чуть, я записал. Гляженая музыка пошла, я быстренько раз записал. В результате пошли песни. Сначала про любовь. Потом чувствует, вот мы на 9 мая всегда исполняли песни, возвращаясь домой и так далее, тому подобное. Вот эти песни патриотические, его когда подхватывали. Потом песня «Встанем». Вот, кстати, да, вот именно с этой песней все-таки мы с вами познакомились, да, как раз накануне 9 мая, вот в кинотеатре «Мир» вы выступали, в праздник, посвященный Дню Победы. Вот как раз вот эту вот песню «Встанем», да, певца Шамана услышали. Мне тогда вот показалось вообще, что она как-то так вот даже пронзительнее, чем в оригинале звучит вот, на самом деле. Вот, прежде чем ее обсудить, наверное, предлагаю все-таки вот послушать небольшой кусочек этой песни, который вот Ранель пел на полигоне танкового училища. Давайте. Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем. Да, Ранель, вот видим, да, взрослые мужчины, военные, встают под эту песню, на самом деле под нее хочется встать. Вот что ты чувствуешь вообще, что ты чувствовал в этот момент, когда вот такое большое подразделение военных именно встало? Да.
Ну, вообще, когда вот начинаю что-то патриотическое, что-то такое петь, сам иногда вот прям хочется слезу пустить очень. Вот даже помню, на конкурсе я выступал вот с этой песней. Я прям плакал и пел, вот прям через слезы. Это тяжело, конечно, вот плакать и когда вот и петь одновременно тяжело. Но я прям чувствую то, что чувствуют те слушатели, что слушают эту песню. Такое же, как бы сказать, любовь там к своей родине, к нашим солдатам. В общем, хочется плакать, когда вот начинаю петь или даже слушаю. Почему именно эта вот песня была выбрана? Ну, знаете, я на самом деле люблю такое что-то сильное, когда вот, что прям донести до слушателя о том, о чем ты поешь. То есть мне она понравилась тем, что очень сильная песня, то есть очень трогает. Почему-то. Ну да, ее можно, наверное, нужно не гимном страны, но что-то вот такое военное, да, вот как вот Великая Отечественная была, вот «Вставай, страна огромная», наверное, что-то вот можно сравнить, наверное, эту песню с той самой песней. Ну, вот что вот твой дедушка сказал, что сочиняешь, да? Да. Вот как это приходит, я не знаю, стихи, все. 12 лет вот парню вот, да. Ну, вообще, я не так сразу. Сначала у меня появляется вдохновение. Оно появляется по-разному. Например, вот сижу я вот, например, на кровати, и передо мной окошко, там уже все, вечер, там дождик, может, льет. Я играю на гитаре. Просто играю, и просто в голову приходят какие-то очень слова, очень такие, которые хочешь записать, идешь записывать, и все забываешь. То есть, вот. У меня блокнотик есть, там у меня записаны как раз некоторые рифмы, некоторые как раз части от моих песен сейчас, которые написаны уже. В общем, вот. Я пишу тогда, когда появляется вдохновение. То есть оно как-то само приходит, Оно да? как-то само приходит. Вот когда вот сам хочешь, садишься, хочешь написать, ничего в голову не приходит. Пытаешься. Что-то, конечно, напишется, но это не очень. А вот когда вдохновение появляется, это прям сразу Какие-то там, не знаю, первые слушатели, первые рецензенты — это дедушка или кто? Да. Ну, вообще, сначала, вот я когда дома, я сразу бегу, наверное, к маме или папе и начинаем вот это рассказывать то, что я написал, и они уже оценивают там, как хорошо, а потом уже дедушки. Дедушка как, бракует что-нибудь, нет? Как у вас происходит это я общение? обрабатываю. Да. Я записываю на компьютере, там уже проще. Он еще заново все просматривает и перечеркивает, исправляет. Я тоже на компьютере все переделываю, исправляю. И в результате выходит какой-то стих. После этого идет мелодия. И дальше уже после мелодии, дальше еще обрабатывается. Ну, конечно, песни делаются очень трудно, очень долго. Перед тем, как они получатся. Это очень и очень сложно. Мелодия тоже вашего сочинения? Да, это он все сочиняет. Тоже, вот, Это он все сочиняет. Тоже вдохновение, когда вот играю на фортепиано, иногда сразу что-то наугад играется, и получается такая мелодия какая-нибудь красивая. Я вот ее запоминаю потом. Он играет перед школой, после школы, и часов до 12, до часу что-то там играет, набирает. Ну, не вместо школы. Мы молчим, спим, но молчим, лишь бы он играл. Лишь бы сочинял. Все, вот так вот сказать, что давай прекрати, нам пора спать, нам пора отдыхать. Нет. Вот на гитаре, на пианино. Он на пианино научился буквально за 2 месяца. Как учительница говорит, он научился играть так, как ну невозможно просто. А потому что у него интерес. Он трудяга. Соседи не жалуются? У нас нет соседей. Мы живем в частном доме. В своем доме живете, да? Да, в частном доме. Нам проще. Нам намного проще. Ну вот знаю, да, что Ронель уже победитель многих конкурсов, да, музыкальных конкурсов. И вот буквально в апреле, да, в конце апреля очередная победа в созвездии Йылдызлык в номинации «Лучший видеоклип», да? И лучшие стихи. И лучшие стихи, то есть в 2 номинациях сразу. Да. Здорово. Мы выставили и стихи, и
нашу новую песню. То есть стихи той же песни или это разные? Нет, разные песни. Обе патриотические. Одна называется «Люблю, люблю тебя, Россия». Вторая, значит, вот это вот, которая «Гори свеча». «Гори свеча», да. Давайте, может быть, да, действительно мы послушаем, посмотрим этот клип, часть его. Шагает строй, победный марш, бессмертный с нами полк. Еще никто и никогда нас победить не смог. Идут солдаты смело в бой, заплатит враг сполна. Горит свеча, за ней стоит великая страна. Горит свеча, как память о погибших, как символ победы над тьмой. Вечная слава героям, тем, кто не вернулся домой. Гори свеча, не дай нахлынуть тьме, не дай всем нам забыть друзей, погибших на войне. Веди, свеча, неси побед, знамена над землей, погибших в небо проводи. Ну да, эти слова нельзя просто так вот произносить. Наверное, они все-таки должны проходить как-то вот через душу, через сердце. Рано или вот оно у тебя вот тут... Это своего сочинения, да, стихи? Да. Музыка Да. тоже. Да, музыка тоже. Как оно вообще пришло? Вот, молодой человек, который не видел войны, не видел, надеюсь, какого-то такого большого горя, но вот такие, взрослые слова. Ну, иногда вот есть же разные фильмы про войну. В общем, иногда вот тоже смотрю и вот понимаю. То есть и группы вот какие-нибудь, музыканты слушаю таких же патриотов. Ну, патриотизм имеется в виду. Песни тоже. Слушаю слова, потом дедушка мне объясняет, про что вот эти слова. И вот это уже запоминается, и потом использую их в песнях. Иногда вот тоже дедушка исправляет меня на разные слова. Например, что-то не то, например, там написал, он исправит. В общем, вот так. Вот опять же, да, был такой период, что не то, что не модно, может быть, даже порой и стыдно было говорить, что ты патриот. Вот твои сверстники, твои друзья, вот, я не знаю, там не говорят, что это патриот-то, это не модно. Ну, такое, да, было на самом деле, да. Но не очень помню. Но помню то, что было точно. Борислав, значит, вот этот вот патриотизм, да, в столь молодом человеке, это ваше влияние или как вот? Ну, я думаю, это идет где-то в корне от души, потому что наши деды, наши бабушки, все же воевали. Для нас есть пример, они все погибли во время войны. У меня ни одного дедушки нет, все погибли. У Ранеля тоже. Все воевали, все это нам переходит, а потом мы же их воспитываем в нашем патриотическом духе, понимаете? И в школе тоже вот то, что мне нравится, все-таки есть патриотизм. В какой школе учится? В 60-й школе. Он юноармеец. Ему дали форму. Это наоборот. Вот каждое 9 мая памятник всегда выходит школой. Там юноармейцы встают, он поет песню. 9 мая по традиции с преподавателем в районе выходим в Парк Победы и всегда поем какие-то патриотические песни. И встанем, пели, и возвращайся домой. Все, там такой патриотизм. Вот определенное время есть, когда перед 9 мая поднимается дух у людей. Дух. Ну да, мы с вами, вот да, мы видели этих ветеранов еще живых, да, мы с ними общались, вот Ранеле, наверное, уже не досталось, к сожалению, с ними живьем пообщаться. Вот Ранель, да, все-таки вот слово патриотизм, да, не знаю, вот, как ты это вообще понимаешь, что это такое? Ну, во-первых, я считаю, что это любовь к своей родине. То, что когда ты можешь пожертвовать не только материальными своими веществами, но и, может быть, и пожертвовать. Может быть, собой, может, чем-нибудь дорогим тебе. В общем, вот, я так считаю.
Это вот оно появилось, когда началась специальная военная операция, или все-таки до этого было? Что, как это Еще было? до этого это было. Это вот, я еще когда до этого пел, вот как раз «Возвращайся домой», вот там вот слова тоже очень такие трогательные. И, в общем, вот. Ну, как вот думаешь вообще, вот, ну, про Великую Отечественную войну, я уверен, что ты знаешь, да? Вот, Да. Как думаешь, вот почему наша страна всегда побеждает? Ну, как сказал дедушка, я считаю тоже то, что это все в корне от наших прадедов, прабабушек, может, бабушек, дедушек. Они также воевали. И, конечно же, это благодаря нашим солдатам, которые сейчас там трудятся, чтобы мы жили спокойно, чтобы у нас, ну, все было хорошо. Вот, это я так считаю. Таврис Исламович, вот вы говорили, что вот выкладывали эти вот песни, да, на YouTube, и было много разных комментариев. Да, я, честно говоря, впервые живьем узнал, что такое идеологическая война. Комментарии где-то около 8 тысяч. Значит, под песней есть «Встанем», бабушки, которые все говорят, мы плачем, мы благодарим о том, что исполнение Ранеля лучше, не сколько даже лучше, по-другому исполняется, чем шаман. Ну, там даже говорят, что он просто кричит и так далее. Но есть еще вторая сторона. Когда вот идет нормальный комментарий, и вдруг я чувствую, что это Украина. Это какие-то внутренние враги начинают говорить, что все самое плохое, что даже лучше здесь не говорить. Я каждый день вечером садился и стирал это все. Все, что ненужное, все, что грязное. Но за этот промежуток времени, пока я пока не смотрел, начиналась война между теми, кто за, и те, кто против. Вот одна говорит, вот, молодец, наши герои встали. И тут же отрицательно, отрицательно, отрицательно. Начинает борьба между теми же самыми людьми, которые смотрели этот клип. Я просто это все стирал. То есть именно чтобы между ними конфликта не было, да? И конфликта не было. И Ранель это смотрит, лучше ему это не читать. И лучше никому не читать. Вот это настоящая идеологическая война. Она идет не только в телевидении. Она даже вот в этих самых клипах. Вот я выставил эту песню последнюю «Гори свеча». То же самое. Я много там стер. Вот там последнее оставил я. Большой поклон Ранелю за такую песню. Может быть, не надо было стирать? Может быть, чтобы видели, что есть и такие? Не знаю. Я посчитал, что лучше стирать. Ранель, ты успевал нам вообще, это не нет? нужно. Видеть эти Не, комментарии? я не Нет? успевал. Он не успевал. Дедушка тебя все-таки Пока я хранит. спал, Но я дедушка скриншот пошел, делал для тебя и отправлял маме с папой, чтобы они почитали. Ну, потому что, почему спрашиваю, ну, в принципе, есть чем гордиться, раз это вызывает какие-то Раз чувства, эмоции. есть высказывание, значит, это коснулось. Именно, да, задело. Особенно коснулось, когда все солдаты встали. И, честно говоря, я смотрел одной камерой на Ранеля, а вторыми поворот головы на солдат. Они тоже плакали. Один даже заплакал и ушел. Да, Он вот был пошел, такой кадр. да. Он не просто что-то случилось, у него слеза пошла. И Ранель, кстати, тоже заплакал там. Он там также заплакал. Песня, она может действовать, патриотизм, вот это вот подъем. Даже «Гори свеча», сразу дух поднимается. Я не знаю, как у вас, но вот все мне говорят, это дух поднимает эта песня. И то, что она снята, да еще эти кадры, зоны СВО, это все дало максимальный эффект. Да, и тем более ведь еще, вот, ну, на самом деле, уж я думаю, Ранель не обижается, я надеюсь, да, то, что вот, ну, 12-летний пацан, вот, на самом деле, да, и вот так глубоко все проникается. Вот еще раз, да, все-таки вернуться к теме патриотизма, вот как вот сделать, чтобы, вот, я не знаю, больше вот таких вот ребят вот проникались этим? Я считаю, что нам нужно устраивать конкурсы патриотической песни.
Дело в том, что возьмем созвездие Зозлых. Ведь из-за того, что пошел этот конкурс, все ребята со всех районов, а их 60 тысяч детей в этом году было. 60 тысяч Ранель вышел вперед. Они и танцоры, и певцы, и ведущие. Ведь это такой подъем, я вам так скажу, среди детей. И если бы мы делали такие же конкурсы патриотической песни, также распространяли, то это было бы очень хорошо. Был бы патриотизм среди молодежи тоже. Ведь это соревнование, это выбор лучших песен. И если мы будем это все по телевизору еще показывать, комитет молодежи, вот сейчас создали движение первых, мы хотим написать, уже пишем, даже написали уже туда песню. Вот мнения разделяются, да, по поводу патриотического воспитания, военного воспитания. Да, у нас вот с вами была там начальная военная подготовка, мы там и маски шили, там противогазы надевали, и автоматы разбирали и так далее. Сейчас вот вроде как бы возрождается. Вот как вы думаете? Это вот юноармейцы. Вот, все-таки это юноармейцы. Да? Был слет юноармейцев, там были генералы в 60-й школе, и Ранель спел эту песню. Тоже все встали, встал и генерал, и были жены участников СВО. Он так шикарно спел эту песню, тоже очень многие заплакали. И самое главное, все встали, все. И взрослые, и дети. Вот это был эффект. Юноармейца, мы частенько одеваем одежду юноармейца и поем эти песни. Тоже, я думаю, это влияет. Вот это вот военное воспитание, вот я говорю, еще другое мнение есть, что вот зачем молодежи вот эта вот милитаризация вот это. Это неправильно. Испокон веков нас воспитывали, и сейчас надо воспитывать. Это наше будущее, вы понимаете? Если мы его потеряем без этого воспитания, не будем воспитывать, мы его потеряем. А нельзя терять наше поколение. Ну да, попытка уже такая была, вернее. Они работают очень хорошо. В 90-е, в 2000-е годы они прям работали еще как. Они же всех студентов отправляли за Америку, за границу в Америку. Якобы там учились, перевоспитывали их. Они их культуру к нам приносили. Ну да, мы немножко потеряли поколение. Потеряли. Нам сейчас надо возвращать. И вот я очень доволен, что сейчас движение первых, которое заменяет нам пионерию, оно только что началось. Я думаю, его тоже доведут до ума. Ранель, ты думал о дальнейшем все-таки по какой стезе? По музыкальной, не знаю, там, по военной? Вот, чем дальше заниматься? Ну, я еще не знаю. У меня еще много чего, много планов вперед. В общем, я, например, люблю вот не только музыку, я люблю спорт очень. Люблю космос. Вот, хочу космос изучить хорошо. В общем, еще не знаю. Пока. То есть такой разносторонний человек получаешься, да, и спортом, и песнями. Как вот дедушка уже сказал, что ты там, я не знаю, и по ночам репетируешь, да, и поешь, и играешь. А спортом когда успеваешь заниматься? Ну, спортом у меня же папа, он же баскетболист, он тоже у меня еще с детства, когда еще музыки не играл, ничего не придумал, ничего не учился. Он меня, помню, в баскетбол учил играть, как я свой мячик пытался докинуть до кольца. В общем, я много чем занимаюсь. Вот. И спорт, это футбол, волейбол, баскетбол. Хотел хоккеем, но уже поздно. Старый уже, да? Но петь никогда не поздно, да? Нужно дать свободу, он сам сделает выбор. Я думаю, сама судьба сведет выбор. Понимаете? Сама сведет. Ну, я ему говорю, пиши песни, пиши музыку. Это нужно будет всегда. То есть, ну, есть такой уже стержень, такой человеческий, да, мужской. Да, да. Песни, петь на сцене, хорошо, если будет петь в сцене, но я считаю, что он должен быть больше организатором, чем исполнителем. Потому что исполнение придет время, когда даже сейчас вот в этом возрасте начинает ломка голоса. Ломка. И не могут уже дети вот в этом возрасте как-то высокие ноты брать. Вот поэтому я считаю, что нам повезло, что он начал писать песни. Пускай пишет.
Придет время, будет петь про любовь, еще про что-то. Всякое время будет требовать свою музыку. А сейчас у нас, да, время патриотизма. Все-таки, да, время такое, чтобы Сейчас, поддержать да. наших ребят. Да. Спасибо вам, да, спасибо, что у вас такой внук. Райнель, тебе спасибо за то, что вот заставляешь взрослых мужиков вставать и плакать под эти песни. Это была программа «7 дней плюс». В студии работал Зуфар Давлетшин. Всего доброго и всем мира.